Все, погнали, я записываю, блядь. Что ты там, блядь, хотел сказать, блядь? Долбоё.бай, блядь. Долбоё.бай. Трейдер ты, блядь, наш. 2 сделки срубил по 5, нахуй. Думает уже все, блядь. Так, блядь, еще нихуя не все. Вот в чем дело. Да, блядь. Понимаешь? Долбоёбы еще себя покажут, не переживай, блядь. Каким образом? Каким образом, блядь? Сейчас на работу пойдешь, отпуск закончится, блядь. Ну ебать его в рот, блядь. Начну нормальные деньги зарабатывать, уволюсь нахуй с этой работы. Нахуй нам не нужна. Увольняйтесь нахуй со своих работ, блядь. Зарабатывайте деньги на Зарабатывайте Форексе. нормальные деньги на Форексе, пацаны, блядь. Мы же, блядь, договорились, никакой рекламы, блядь. Сейчас долбоебы все рынутся счета открывать, блядь, бабки просаживать, блядь. Мало случаев, что ли, блядь, кредиты, хуиты, блядь, понабирают, блядь, и все на Форекс, блядь. После двух, блядь, сделок, нахуй, удачных, блядь. А зачем быть долбоебами? Зачем идти в кредит брать, там, полквартиры закладывать и потом, блядь, спать, блядь, здесь? Поторгуем на Форексе. Пацаны. Да, А чё, блядь. Не, ну ладно, кроме шуток. Ты, блядь, не ржи, говори на камеру, блядь. Ладно, если серьезно. В общем так. Мы хотим проверить одну теорию насчет рынка Форекс. Потому что мне надоело уже ждать, блядь, и тренироваться на виртуальных счетах. Я решил открыть счет. Сначала маленький, потом, если что, буду докидывать деньги, если увижу, что дело идет. Но сейчас, пока что, дело идет, как я понимаю, немножко в сраку. Вот. Потому что 2 сделки я заключил прибыльных. Да, я увеличил капитал на 25%. Но сейчас курс пошел не в За ту неделю, сторону. прошу заметить, на 25 за неделю. Годовых тут вообще заоблачные, блядь, 10 000%, наверное, выйдет. Ну, это при идеальных условиях. Но есть еще убыточные сделки, которые бывают. И у нас сейчас такая висит. И если мы ее закроем, хотя бы в ноль, будет хорошо, мы будем продолжать торговать. Если мы ее не закроем, ну, это будет просто дополнение, коррекция к нашему эксперименту. Цель нашего эксперимента заключается в том, чтобы показать людям новый способ зарабатывания денег. Может, им не обязательно гнобить себя в рабстве, на работах, не быть свободными. Не стоит работать на дядю, гнуть на него спину, потому что дядя это не оценит, он лишний раз вас кинет. Форекс тоже может вас кинуть, но тут уже все будет зависеть от ваших решений или от уровня ваших знаний. Ну, и сейчас, блядь, полная армия, блядь, читателей, нахуй, ринется открывать счета, блядь. Подумать, что ты такой вот, блядь, Форекс-гуру. гуру, блядь. Вчера, блядь, только счет открыл, а позавчера прочитал книжку про Форекс. Я И никого пиздец. ни к чему не призываю, я просто Ты ж скажи людям, блядь, что ты уже, блядь, 7 лет колбасишь, блядь, на виртуалке, блядь. Чтобы было понятно, что ты не новичок. По-моему, это понятно, что только придурок может выходить на Форекс с настоящими деньгами, сталкиваясь с ним в первый раз. Если вы так делаете, то вы по-любому улетите не туда, куда планировали. Это в любом случае. И поэтому, ребята, читайте книжки, потренируйтесь, будьте уверены, выработайте свою какую-то позицию взгляда на этот рынок. Выработайте стратегию, и только тогда рискуйте небольшими суммами, потому что весь смысл этой торговли и заработка заключается в том, чтобы вы не боялись деньги эти потерять, даже все. Чтобы у вас был резерв, чтобы вы могли еще пополнить свой счет. Поэтому просто будьте умнее. Не ведитесь на барыг, которые говорят вам, что это просто. Это не так. Человек, который... Просто вот, блядь, просто вот на этой кровати поспать, блядь, когда просадишь все бабло, нахуй. Вот это просто, блядь. Человек, который немного знает о том, что это такое, в моем лице, чуть-чуть знает. Я не говорю, что много, но чуть-чуть с этим столкнулся достаточно для того, чтобы сказать, что это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но это не простота и делает этот заработок очень интересным. Поэтому мы сделали эксперимент с моим другом. Вот этим, который очень любит... Я его и втянул, бля, откуда в эту хуйню. Когда-то, блядь, счет открыт, кстати, в 2003 году, блядь. В 2003 году. Ну тогда ты расскажи о нашем эксперименте. Не-не-не, это твое, блядь, это твой проект, рассказывай ты. В общем, мы сделали этот проект, чтобы каждый мог видеть правду об этом рынке Форекс. Чтобы ему не надо было верить в рекламы слащавые, заманчивые, которые нам обещают, блядь, всякие дилинговые центры, блядь, и говорят, что все совершенно бесплатно.
что, блядь, хуй его знает, что там, блядь, будет происходить. Нахуй это все, ребята, верьте правде. Вот перед вами реальный человек стоит, который будет проверять эти все мифы, не обладая там какими-то нихуевыми специальными знаниями для этого. У меня нет экономического образования, у меня есть всего лишь какой-то опыт. Да, какое-то время я колбасил на Форексе, на виртуальных счетах. Но это нельзя назвать колбасил, я просто учился, потому что мне это интересно. И мне очень-очень надо освоить эту профессию, потому что, как мне кажется, на данный момент я не вижу других выходов. Кем вы работаете, это секрет? Нахуй эту работу. Все, на этом закончим.